Уже не первое видео мы с вами говорим о феномене кыргызского чуда. И вот, наконец, наступил момент, которого мы очень боялись. Пришло время выбрать любимую работу из плеяды великолепных кинолент. Каждая из них по-своему уникальна и по-особенному дорога сердцам нашей редакции. Однако, если все-таки выбирать одну из них, наш выбор падет на «Выстрел на перевале Караш». Работа примечательна по многим причинам. Первая из которых является то, что она основана на одноименном произведении прекрасного казахского автора Мухтара Ауэзова. Для тогдашней отечественной индустрии подобная коллаборация была не характерна. В основном для экранизации приоритизировались работы кыргызских авторов, благо то время совпало с расцветом творчества Чингиза Тюркуловича Айтматова. Однако наш сегодняшний фильм был снят в партнерстве Кыргызфильма и Казахфильма. Главным режиссером картины выступил Болотбек Шамшиев, а в главной роли снялся Сюймёнкул Чокморов. Мы сомневаемся, что нашим зрителям нужно доказывать, насколько невероятными мастерами своего дела они являлись, но для полного понимания масштаба их личностей напомним, что оба они удостаивались главного приза Всесоюзного кинофестиваля за лучший фильм и за лучшую актерскую работу соответственно. Причем не единожды. Сюймёнкул Чокморов был удостоен этого звания 4-жды. Никто из его коллег на территории всего СССР не добивался такого результата. А между тем, наша сегодняшняя работа была для него дебютной. Его исполнение этой роли до сих пор входит в золотую коллекцию кинематографа. За нее же он получил свою первую высшую награду среди актеров Советского Союза. Не менее важной является и сама суть главного героя, роль которого он воплотил на экране. Изначально национальное творчество в любой его форме в первую очередь было нацелено на саморефлексию народа, попытку осознать себя через различные произведения, поэтому в них всегда были герои, собирающие в себе характерные для народа черты. Это и Баатыр из «Салам, Нью-Йорк», олицетворяющий собой образ кыргыза в трудовой миграции, умение не терять себя даже в сложных обстоятельствах. И Умют из «Белгисис маршрут», олицетворяющий активизм и веру в лучшее. Дюйшен, олицетворяющий тягу к знаниям, ну и, конечно же, Манас, олицетворяющий силу и благородство. Вы поверите, если мы скажем, что Бахтыгул, главный герой работы Мухтара Ауэзова, собирает все указанные черты и многие другие в одном персонаже? Ну что же, если не верите, тогда с вами редакция Evidence Central Asia. Мы настоятельно рекомендуем прочесть книгу и посмотреть сам фильм перед разбором. Доступен, к примеру, на Этномедии. И мы начинаем разбор образа Бахтыгула, по-настоящему правильного кочевника. Ты меня хочешь превратить в вора? Меня, Бахтыгула? Прежде чем переходить к непосредственному анализу произведения, устроим нашу классическую минутку скучной теории. Она правда нужна и правда будет только минутка. Должно быть, все кинолюбители и заядлые читатели знакомы со словом «архетип», но что оно на самом деле обозначает? Архетип — это что-то вроде шаблона героя. Если заморочиться и разобраться в этом, то того или иного героя любого произведения, неважно из кино или книг, можно отнести к одному из этих шаблонов. К счастью, наши коллеги-энтузиасты с сайта TV Tropes уже проделали эту работу. Если хотите, можете ознакомиться и узнать лучше о своем любимом персонаже. Для чего же нужны архетипы? На самом деле, архетипы — это способ классифицировать не столько персонажей, сколько человеческую личность, так как любые персонажи так или иначе основаны на ней. Иначе мы бы с вами попросту не смогли ассоциировать себя с героями любимых произведений. Их взаимодействие между собой зачастую очень тесно связано с тем, как автор раскрывает мысль произведения и демонстрирует личностный рост героя или злодея. Например, для всех нас известен следующий стандартный сценарный прием. Такие, кстати, называются тропами. Главный герой, исключительно талантливый молодой человек, архетип номер 1, не может найти свой путь в жизни, однако с помощью мудрого наставника, архетип номер 2, и проходя через определенные жизненные сложности, приходит к правильному выводу, тем самым проходя свою арку развития персонажа. Вам точно знаком этот троп, если вам о чем-нибудь говорят имена Фродо Бэггинс и Гэндальф, принц Зуко и его дядя Айро, или, к примеру, Манас и Бакаэта. Во всех этих парах наставники выступают в роли голоса разума, обучают, воспитывают и сподвигают на новые свершения. Батрак Бахтыгул интересен нам именно тем, что сочетает в себе одновременно оба этих архетипа, при этом являясь идеализированным портретом наших предков-кочевников в те времена.
Просто взгляните на то, как его преподносит сюжет произведения. Для более полного понимания мы будем также включать материал из книги, который не вошел в киноадаптацию. Нас знакомят с персонажем в нелегкое для него время. Бахтыгул и Тектыгул – сильные, ловкие и смышленые братья, служат у Бая Сальмена. Как и весь простой люд, в то время они очень бедны, вечно голодны и, естественно, необразованы. Много лет они работают у жестокого Бая Сальмена, и история начинается с того, что Тектыгула зверски избивает этот самый Бай за самое незначительное ослушание. Полученные травмы оказываются летальными, и вскоре Тектыгул умирает. Этот момент становится поворотным для главного героя. Он начинает понимать, что в отношениях Бая и Батрака нет места покровительству и доброте. Они основаны на насилии и унижении. Приняв решение покинуть Бая Сальмена, Бахтыгул примыкает к новому Баю Джарасбаю. Само это решение до сих пор отражается в культуре кочевников. Часто убегание от проблем в самом что ни на есть физическом смысле находит отклик в современных трендах миграции. Если говорить об архетипах, Бай, Сальмен и Джарасбай отражают разные виды злодеев. Если первый глуп, не контролирует себя и беспричинно жесток, то второй хитер, коварен и отлично умеет играть с чувствами людей. Однако в первое время наш герой этого не замечает, ведь ему обещают достаток, уважение и достойную жизнь. На первое время эти обещания даже исполняются, ведь малолетнего сына главного героя даже устраивают на обучение к муле, что являлось давней мечтой Бахтыгула. Тема образования красной нитью проходит через все повествование, ведь главный герой постоянно упрекает себя в недостатке знаний, считает себя третьесортным человеком по причине необразованности и неоднократно повторяет сыну, что не образован, хотя с лихвой обладает всеми необходимыми практическими знаниями для жизни в селе, обладает неплохой репутацией в народе, его даже прозвали Бахтыгулом дальновидным за умение грамотно оценивать жизненные ситуации и принимать верные решения. В целом, по повествованию заметно, что основной чертой героя является предельная честность с самим собой. Упрям я, это правда. Только счастья мне нет. Голый я и сирый. Как отбившийся от табуна малолеток. Одна надежда — прибиться к сильному. Она и дает ему возможность быть одновременно главным героем и собственным мудрым наставником. Бахтыгул находится в постоянном процессе саморефлексии, оценивания и поиска себя, самостоятельно приходя ко всем важным выводам для своего развития. К примеру, он полностью отдает себе отчет в своей необразованности, понимая и принимая то, что лишен самого важного для любой личности – способности доверять своим оценочным суждениям из-за этого. Потому рьяно стремится к другой судьбе для своего малолетнего сына Сеита. Однако идиллия длится недолго. Наступает время волостных выборов, где Баи не на жизнь, а на смерть борются за лишнюю долю власти, сотню-другую голов скота и уважения от себе подобных, не гнушая самых подлых методов борьбы. Сам по себе сюжет, разворачивающийся вокруг выборов, очень удачно подобран Мухтаром Ауэзовым, так как прекрасно раскрывает суть человеческого общества в целом и особенно подчеркивает проявление этого в кочевой культуре. Ведь все зрители, относительно неплохо знакомые с историей, знают, что издревле проблемой кочевых народов было объединение, так как вожди разных родов, такие же Джарасбаи и Сальмены, были попросту не способны пожертвовать своими эгоистичными амбициями во имя общего блага. Продолжая эту традицию, Джарасбай в рамках политической борьбы отправляет Бахтыгула заниматься конократством. Сегодня же ночью на табуны Сальмена возьмешь десяток джигитов. Чего молчишь? Сомневаешься? Какой пример подам я сыну? Что скажут? Сальмен первый начал. Он наших коней увел. Что же, так мы и будем молчать? Тут надо пояснить, что в те времена в степи конократство в отместку за обиду или так называемая барымта считалось преступлением с большой натяжкой, не идя ни в какое сравнение с кражей других видов собственности. Степная жизнь так или иначе подталкивала к тому, что соседние племена постоянно жили такими набегами, так что по большому счету никто не брал на себя моральный груз за такое дело, а в рамках своего племени это даже придавало определенный авторитет. Именно таким мастеровитым и известным барымтачем был Бахтыгул. Однако, в отличие от других, он испытывает большие моральные терзания перед тем, как пойти на это дело, желая оставить его в прошлом. Героя очень тяготит необходимость заниматься барымтой, и он много рассуждает о судьбе степного населения, вынужденного жить в таких условиях. Однако Джарасбай настаивает, и главный герой, понимая, что выхода нет, берется за дело. Кстати, ты меня за сына просил. Если хочешь, он может учиться у муллы.
Не знаю, как и благодарить вас. Очень интересно, но считая себя в повседневной жизни третьесортным человеком, он разительно меняется при набегах, демонстрируя силу и сноровку. К табуну подойду я один. Меньше шума. Ждите меня возле той сопки. Если за мной погонятся, нападайте. Хорошо. Сделаем как надо. Что прекрасно описывает сам Ауэзов. Ждали Бахтыгула. Он вышел из большой юрты, напутствуемый волостным и словно преображенный. В осанке и повадке что-то новое, прежде невиданное. Валко неспешно шагал Бахтыгул к товарищам, и они не спускали с него глаз. С ним не пропадешь, он крепче и крупнее всех других. В правой его руке, в круглых мускулах, от кисти до плеча, переливается пружинистая взрывная сила. И лицом Бахтыгул вроде бы не тот. В прищуренных, узеньких щелочках глаз искрится жадная нетерпеливая страсть. Лишь под колючими усами неожиданно мягкая улыбка, словно бы мечтательная. «Эй, орлы!» – отрывисто, властно окликнул он. «Удачи вам в пути!» И голос его зазвенел в общем молчании сквозь топот копыт. Тем не менее, по прошествии определенного времени, грязная игра Бая-Джарасбая всплывает наружу, и Бахтыгула делают козлом отпущения. Над ним проводится суд, где наш герой ведет себя смело, демонстрируя преданность своему Баю, беря вину на себя и не называя имени хозяина, когда его спрашивают об инициаторе скотократства. Да, я воровал. А для кого я это делал? Для себя? Меня заставляли. А ты нам скажи, кто тебя заставлял? Ну, отвечай! На тот момент в его сердце еще теплится надежда, что суд над ним просто необходимая политическая мера. Огромный штраф, полученный им самолично, будет возмещен, а Джарасбай проявит участие к судьбе человека, верно исполнявшего все приказания и понесшего за это незаслуженное наказание. Мой хозяин сказал, вы судите преступника, головореза и вора, и вы обязаны вынести ему тот приговор, который он заслужил. Это его слова? Эта часть его личности, наивная вера в лучшее и короткая память на несправедливость системы очень точно характеризует народную черту характера. Собаки, собачья смерть. Жил бедняк. И нет бедняка. В действительности, все односельчане Бахтыгула находятся не в лучшем положении, чем он. Они также голодают, также работают за гроши и также верят, что Бай, живущий в богатстве, обязательно решит их проблемы. Мы пришли к тебе, чтобы ты защитил нас. Пришли не как к волостному, а как к человеку справедливому. Пусть он никогда и не демонстрировал милосердия, пусть жизнь не меняется в лучшую сторону, сохранение этой наивной веры намного проще дается человеческой натуре, нежели осознание жестокой и суровой реальности. Особенно ярким примером выступает Бахтыгул, сильный и смелый человек, считающий себя третьесортным, потому что, так сказали Баи, верящий новому хозяину. Хотя старый фактически убил его брата, а новый уже однажды подставил его на суде. Он находит в себе смелость указать Баю на ошибки, однако не находит смелости признать несправедливость мира. И в этом главная боль и трагедия самых свободолюбивых народов, которых веками выстроенная система лишила этой самой сакральной свободы. Самое печальное, что наш герой бы так и не сделал никакого вывода, продолжая терпеть унижение, если бы Джарасбай не переступил всякие мыслимые рамки, устроив второй суд и предав Бахтыгула дважды. Второй суд не ограничился штрафом и назначил тюремное заключение. Самое страшное для свободных кочевников наказание, которого главный герой боится больше самой смерти. Его собственные мысли по этому поводу звучат следующим образом. «Не дамся. Живым не дамся. Помру в седле. Отдам душу Богу, а не Баю. Лучше в пропасть, чем в тюремную дверь». Однако в момент второго предательства у нашего героя странным образом падает камень с души. Он наконец-то понимает и принимает, что проблема ни в коем случае не заключается в нем. Наоборот, она исходит корнями из системы, что такие сальмены и джарасбаи веками ломают судьбы людей, подобных ему. Самое главное, наш герой четко осознает, что это изначально была игра без шансов на победу, и мы с ним полностью согласны. Представьте себе, Бахтыгул мог либо отказаться от поручения Джарасбая и, как его брат, быть избитым до смерти за неповиновение, либо согласиться и быть таким образом подставленным.
Всю жизнь проживший покладистым батраком, главный герой четко осознает, что есть только один выход из этой игры и бежит от ареста на перевал Караш. Наверное, к этому моменту вы начинаете понимать, к чему клонит название фильма. Отдельного внимания заслуживает концовка, как образец красивейшей, как визуально, так и драматически, развязки истории. Притом, концовка истории разнится в книге и фильме. На перевале Бахтыгул некоторое время скрывается от преследования и, встретив там своего былого хозяина, совершает тот самый выстрел на перевале Караш. Ему не дается это легко, он испытывает огромные душевные терзания перед тем, как убить своего кровника. Однако он стреляет. Бахтыгул, не стреляй! Это становится актом его освобождения. Это выстрел не только в Джарасбая, а выстрел в систему, годами угнетавшую его и его близких. Это выстрел, в том числе и в Сальмена, убившего его брата. Это выстрел в свое прошлое безвольное мышление. Именно в этом акте концентрируется развязка работы. Он не показан в положительном свете как приемлемый метод борьбы через ответное насилие. Однако он показан как выстрел отчаявшегося человека, впервые в жизни решившегося попробовать что-то изменить в своей жизни и системе, поставить свою личную честь и достоинство выше прогнивших устоев тогдашнего общества. Он противоречив, глубок, трагичен и одновременно прекрасен. В экранной версии Бахтыгул оставляет своего сына Сиита на попечении и обучении у своего русского знакомого Федора и скрывается после выстрела в неизвестном направлении, оставляя свою судьбу на дальнейшее раскрытие в умах зрителей. В книжной же версии его ловят и сажают в тюрьму, которой он так боялся. Там он терзается по поводу судьбы своей семьи, однако в один день к нему приходит сын, говорящий ему, что ни в чем его не винит и считает его правым во всей сложившейся ситуации. Выходит так, что Сиит остается жить с отцом в тюрьме. По просьбе Бахтыгула его новый друг Афанасий начинает учить Сиита грамоте, и последними словами главного героя, обращенными к сыну, а также последними словами автора, обращенными к читателям, становятся слова, предлагающие единственный возможный выход из этой системы. Я долго думал, много думал, и что мог придумать, то и скажу. Милый ты мой, прошу тебя как старшего сына, не поднимай головы от той пестрой бумаги. Если кто тебя выведет в люди, так только она. Видишь, что со мной случилось? Все от того, что я не ученый. Ты не виноват, горячо зашептал Сиит. Они сами, тебя. Я все знаю. Не все, родимый, не все. А будешь учиться, баем и бием носы утрешь. И не посмеют они с тобой, как со мной. Глаза у тебя откроются, и ты их другим откроешь. Мне это не по плечу, а ты сумеешь, должен суметь. Всю свою силенку приложи к пестрой бумаге. Эта идея о ценности образования из уст необразованного батрака звучит настолько пронзительно и актуально, потому что по сей день не найдено другого способа борьбы с ненавистью, неравенством и несправедливостью, кроме повышения уровня образования, перед которым отступают все предрассудки. Универсальное решение и мораль, которую выносит произведение, остаются актуальными вне времени, как и образ Бахтыгула, правильного человека, которому судьба не оставила выбора. С вами была редакция Evidence. Любите кыргызское кино, рассказывайте о нас друзьям. Увидимся в следующем выпуске.